Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте предоставить результаты археологических раскопок, которые проводятся под руководством Гарика Сангуля и моим руководством. И участник, я все об этом здесь постараюсь кратко вам рассказать. Значит, проводились в августе 2024 года, это уже третий сезон, именно на этом объекте. Всего мы проработали 18 рабочих дней. Значит, база экспедиции находилась в ските святого Иоанна Крестителя в селе Ануха, потому что это давало нам результативность нашей работы, особенно камеральной обработки. Все это производилось здесь. Далее, в состав археологической экспедиции сезона 2024 года вошли 14 человек. Мне очень приятно здесь присутствовать. Домей, наверное, уже ушел. Один из студентов тоже участвует. И Милана Шанга, тоже студентка, тоже в этом участвует. Значит, далее вы видите, что в этом году раскопки, как я уже отметил, идут третий год. В этом году будет 4-й сезон. Соответственно, на сей раз наши работы проводились в южной части основной церкви, и в ходе этих работ начался с проема основного зала в южный предел. Вы сейчас видите культурный завал. Вот, начали мы отсюда. Далее здесь были обнаружены, соответственно, петли и так далее, что свидетельствует о наличии двери. Туда можно было попасть с южного портика в основной зал. Также была обнаружена в этом районе архитектурная деталь. Надо понимать, что, друзья мои, к сожалению, тут Гарик Анатольевич знает, к сожалению, до нас, до археологов и историков, все это много раз перекапывалось черными археологами, или, как мы говорим, несанкционированное проникновение. Поэтому все разбросано. И останки, и архитектурные детали, и церковная утварь по всему периметру, по всей площади, простите, храма. Вот такая деталь была обнаружена здесь. Чем она интересна? Сейчас вы видите, камеральная обработка этой детали сделана была Элидой Берулава. Вот, и здесь мы имеем надпись, предположительно односрочно, около 9-10 букв. Сейчас я не берусь прочитывать эту надпись и так далее, это уже последующая работа. Дальше здесь же были обнаружены еще два фрагмента архитектурных деталей. Судя по всему, эти вот две детали часть знаменитой алтарной преграды из Ануха, которая теперь, как мы точно уже знаем, происходит именно из этого храма. Далее, вот сейчас вы видите южную часть, где мы начали археологические раскопки. Это перед началом раскопа. Мы полагали, что вот здесь была видна ровная линия небольшого выступа известняковых камней. Мы думали, что это, лестница в начале. Но как это оказалось, это на самом деле часть стены южного портика. Вот в этой части мы вели работу в течение месяца, и вот в конечном итоге, раскопали основной зал церкви. Здесь вы видите портик. И оказалось, что изначально мы думали, мы понимали, что и Гарик, и я, и все остальные понимали, что это предел храма, южный предел, но мы не ожидали, что он будет выглядеть вот таким образом, то есть открытый портик, две стены, вот здесь хорошо видны размеры стены и так далее, кладка, и здесь, две стасиди, пристенные, то есть сидячие места из камней, и ниже напольного покрытия две камеры для погребения, и далее вход в основной зал церкви. То есть портик в миниатюре напоминает то, что мы видим в Лыхнинском храме. Теперь, сидячие пристенные места или стасиди,
В таком виде они выглядят почему? Потому что те, которые залезали в гробницы, когда они вскрыли, опустошили часть гробницы, значит, произошел осадок, и эти стасиди опустились ниже. Но самое интересное, вот в верхней части этих стасидий, вот этот камень, здесь указаны стрелы, мы обнаружили камень со следующим рисунком. Вы здесь видите несколько рисунков, группа рисунков, значит, одна из них это 12 на 12 рисунок в виде трех прямоугольников, вставленных друг в друга. Значит, такой камень мы уже обнаружили в прошлый раз, то есть во второго сезона, в 2023 году, и предположительно это, значит, является для игры в мельницу, поле для игры в мельницу. Уже второй камень такой обнаруживается. Это средневековая игра. Ребята молодые, которые с нами работали, быстро в интернете нашли, с какими фигурами можно играть в эту игру и так далее, и так далее. Но удивительно то, что это поле было нанесено там, где сидячее место для тех людей, которые там молились, и это сидячее место вне основного зала, то есть, ну, я сейчас гипотетически говорю, как вы понимаете, люди, видимо, решили выйти поиграть за пределами основной церкви, где шла служба. Здесь мы имеем еще рисунки, ряд рисунков, и греческие буквы альфа, лямбда, сигма, ну, сигма предположительно может быть и омега. Значит, далее, здесь же был обнаружен фрагмент плиты с изображением рельефного креста. Далее, значит, погребальная камера номер 1 от входа в южный портик. Первым мы его вскрыли. Вот, мы думали, что плиты были более-менее не тронуты и так далее, что там никто не залезал, но, к сожалению, туда уже несколько раз залезали. Вот. И вот, значит, после вскрытия этой плиты, и в этом же районе был обнаружен, простите, фрагмент литого рельефного миниатюрного образа. Значит, изображенный держит две книги в руках. Это совершенно понятно, что речь идет об святом Иоанне Богослове, который является автором и Евангелия, и Апокалипсиса. Наверняка эта деталь была фрагментом украшения книги, потому что, как вы сейчас увидите, из этого района происходят и некоторые детали, которые нам говорят о наличии там богослужебной книги. Из погребальной камеры следующие находки, они все здесь представлены. Значит, нож с прямой спинкой, фрагменты чеканной иконы, значит, и так далее, и так далее. Сейчас я не буду подробно на этом останавливаться в силу ограниченности времени. Теперь хочу обратить ваше внимание на эту деталь. Застежка для книг. Значит, сейчас уже технологии все позволяют, мы нашли ее, тут же ребята вошли в интернет, значит, нашли точную аналогию, приставили, все посмотрели, и по предварительной информации такого рода застежки относятся к периоду до монгольскому периоду, так называемому. То есть совершенно очевидно, что эта книга, ее сохранившиеся детали датируются временем функционирования и постройки храма, то есть 11-12 века. Дальше. Тут же были обнаружены фрагменты серебряного оклада книги. То есть это богослужебная книга, на котором имелся в том числе и оклад. К сожалению, там ничего невозможно просмотреть, потому что настолько он разорван, значит, и поврежден. И еще одна деталь из этой же гробницы — наперсток. Такой же наперсток нашли мы позапрошлом году на поверхности основного зала церкви, и мы полагали, что это, скорее всего, наверное, очень поздние вещи и так далее. Да? Значит, у Гарри Анатольевича у меня были сомнения в этом отношении, но другие нам утверждали, что это не древняя вещь. А теперь мы нашли такую же в гробнице. Вот. Это тоже интересная вещь, которую придется доследовать. Теперь, вы видите две камеры. Вот эти две камеры, первая и вторая. Первая более-менее сохранилась, там, значит, плиты, даже дно
выложена плитами, вторая камера очень сильно повреждена. Из второй камеры происходит бальзамарий, разлом бальзамария. Элита, которая работает с нами, Берулам, она практически его собрала. Так что в конечном итоге мы будем иметь цельный бальзамарий, собранный. Значит, далее из этого же места происходит из западной стороны от южного предела фрагмент ствола каменной колонны. Вот место его обнаружения и после камеральной обработки. Оттуда же происходит и каменный конек от кровли. Очевидно, что это завершающая часть кровельного покрытия южного портика, украшенная крестом. Далее оттуда же происходит, я много раз, Гарик Анатольевич явно демонстрировал много раз, огромное количество вот этого каменного конька, фрагментов каменного конька. Даст Бог, по нему мы можем определить даже приблизительно размеры кровли. Ну, понятное дело, строительный материал, гвозди, их очень много. Дальше, вот здесь, в этом районе, это южная сторона стены, наружная, основного зала церкви и стена портика, восточная стена портика. Вот здесь было захоронение. К сожалению, оно тоже было тронуто, не было анатомической последовательности, как и во всех остальных камерах, которые мы вскрывали. Но интересно то, что вот здесь обнаружен вот такой меч. Вот, что очень редко, там у нас таких находок до этого не было. У нас были ножи с прямой спинкой у всех захороненных, и здесь же мы обнаружили каменный, железный крест. Вот Гарик Анатольевич сегодня делал доклад по поводу храма Гумихо. Я уже это название использую, Гарик Анатольевич. Гумихо. Да. Который находится в Гумисте. Если кто обратит внимание, Гарик, я думаю, вы обратили внимание, такие же железные кресты, такие же стрелы в огромном количестве найдены на этом объекте. Поэтому это очень важный материал, датирующий, и в качестве аналогии мы потом все можем это сравнить. Единственная особенность, что эти кресты, которые мы там нашли, около 40, они находятся внутри основного зала церкви, находились. А вот это единственный, который в этом районе, в районе южного портика. Значит, теперь здесь же была обнаружена серьга, подвеска. Сейчас это большой вопрос, я не буду сейчас в эти детали входить. Единственное, мы примерили на Милане Шампо, на месте, вот, сделали такой красивый фотоснимок. Дальше и еще одна очень важная деталь, тоже архитектурная, здесь обнаружена. И теперь, в завершающей стадии наших археологических раскопок на южной стороне от придвора основной церкви мы обнаружили вот такую каменную кладку, помост из совершенно другого материала, чем сам храм. И он находится слишком высоко от основания, от напольного покрытия храма. Поэтому сложно сказать, для чего это делалось и какую функцию выполнял вот этот помост, но это очень интересно, и оно вот целиком нами зафиксировано. Далее, позвольте кратко, я сейчас не буду каждый раз это объяснять, вот такая бусинка, обнаружена там же. Дальше керамика, полевная керамика с таким же орнаментом. Судя по всему, мы ее соберем. Почему? Потому что вот этот разлом этой керамики по всей площади опять этой церкви, что означает, что там копошились не один раз. И нам, скорее всего, удастся собрать, потому что очень большое количество. И второй вид полевной керамики. Далее, соответственно, я говорил, уже просто напомню тем, кто не слушал предшествующие доклады, что церковь это имела 2 слоя росписи. И мы находим большое количество фрагментов штукатурки, либо камня, с фрагментами росписи. Слава Богу, вот эти все краски, они сохранились. Конечно, из этого что-то сконструировать будет очень сложно. Вот еще, здесь у нас хороший орнамент имеется. Вот.
Далее хочу выразить огромную благодарность всем участникам этой экспедиции. Значит, главным образом повару. Значит, из него ничего не получится, поверьте, я уже это понял, работая с археологами. Никакая работа не продолжится. Благодарю вас за внимание.